Жизнь прожить, не поле перейти, гласит русская мудрая пословица. И с этим согласятся многие. Каждого в жизни могут подстерегать разные неудачи. На свете масса историй о семейных тяжбах и неурядицах. И сегодня мы поговорим о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кто приходит к ним на помощь, чтобы воспитать их достойными людьми? Рассмотрим их жизнь на примере воспитанников Канашского социального приюта для детей, где за 24 года существования более 10 тысяч ребят получили социальную реабилитацию. Канашский комплексный центр социального обслуживания населения создан в 2014 году, в апреле месяце, на основании объединения двух центров – городского и районного. Позже, в 2017 году, в форме присоединения центр реорганизован, и к нам присоединился социальный приют для детей и подростков. На сегодня наш центр представляет собой штатная численность сотрудников составляет 131 штатная единица, 12 структурных подразделений. 4 подразделения структурных занимаются социальным обслуживанием семьи и детей. В том числе есть стационар на 30 мест для круглосуточного проживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на 10 мест полустационарной формы обслуживания для детей-инвалидов. Кроме этого, отделение по семье и детям у нас занимается отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот год не стал для нас исключением. И нам дано задание охватить 430 несовершеннолетних пришкольными лагерями и 110 загородными лагерями. Мы решили провести небольшую экскурсию, поговорить с ребятами и работниками приюта. Работа нашего отделения по социальной помощи семье и детям заключается в выявлении семей социально неблагополучных, несовершеннолетних, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мы обслуживаем 7 участков, 7 районов к нам прикреплены по Чувашской республике, по городу Канаш и Канашскому району. Значит, патронаж этих семей, работа с семьями группы риска, это где есть младенцы до года. Далее, значит, соответственно, ребята получают у нас несовершеннолетнюю социальную реабилитацию в нашем отделении диагностики и реабилитации. Встреча с психологами, с логопедами, соответственно, то есть к каждому ребенку подходим мы индивидуально. Коллектив у нас небольшой, если брать только в отделении, где-то в районе 30 человек обслуживают, 30 деток, которые у нас здесь постоянно находятся. И, значит, специалисты по социальной работе, по работе с семьей и детьми, повара, заведующий отделением, психолог, музыкальный руководитель. В каждом из наших работников есть такое качество, как любовь, душевная теплота, всегда в любое время дня и ночи прийти на помощь, независимо, какие бы проблемы у него не было, и протянуть руку помощи, особенно нашим маленьким деткам, которые у нас здесь живут. Все наши достижения, я хочу сказать, вся наша работа – это благодаря работе нашему слаженному коллективу, их профессионализму, стремление к тому, чтобы как можно больше было счастливых семей и детей у нас на земле и в нашем городе. Жизнь в приюте для многих детей разносторонняя и интересна, но никто не заменит домашнее тепло и ласку родителей. И поэтому бывают случаи, когда ребята не приживаются в коллективе, и в этом случае работникам приходится подходить к решению проблем индивидуально. Ситуации разные бывают, просто нужно уметь найти каждому подопечному подход. С кем-то надо шутить, кому-то построже надо. Это разные ситуации бывают. За долгие годы моей работы случалось многое, но по долгу своей службы мы ежедневно встречаемся с людьми, которым нужна наша помощь. Всем им
Мы оказываем помощь, оказываем свое внимание, идем навстречу и ежедневно, изо дня в день мы им помогаем. Но создавать уют и содержать в хорошем состоянии комнаты, готовить вкусные обеды и ужины из свежих продуктов, обеспечивать ребят новой одеждой по сезону – все это такой невидимый, но кропотливый труд. В укреплении материально-технической базы учреждения принимают участие не только государство, но и люди, кому не безразлична тяжелая детская жизнь. Практически с самого начала мы решили принимать участие в жизни приюта, поддерживать детей, прививать им соблюдение правил дорожного движения. Также вывозим их на природу, дарим по возможности какие-то подарки, поздравляем на Новый год. Вообще во всех праздниках стараемся принимать участие. Раньше, да, вот 90-е годы мы начинали, да, действительно было очень плохо. Спасибо, вот спонсоры были, да, нам спонсировали. Но сейчас, слава богу, постоянно привозят продукты свежие, вот. Так что сравнение вот те года и эти года, конечно, разница большая. Спасибо, прям очень даже дети сейчас и довольны. Как бы и фрукты появились, а то ведь до этого как-то вот, не хватало. Здесь есть свои правила и порядки, которые каждый должен соблюдать. Вставать и ложиться в определенное время, делать зарядку, обедать и ужинать, гулять, содержать в чистоте свои комнаты и заниматься своими любимыми делами. Как говорится, все по расписанию. Но несмотря на это, детям здесь нравится. Любовь и забота работников приюта дарит им крупицу родного дома, тепло домашнего очага. А я с вами прощаюсь и желаю, чтобы ваши дети всегда были здоровы и жили счастливо в кругу своих близких и родных людей. А с вами была Екатерина Мельникова и передача «Крупицы Канаша».